Студенты со всех средних и высших образовательных учреждений региона собрались в Республиканской библиотеке, чтобы подвести итоги своей активной студенческой деятельности, обсудить планы на будущее и, что самое главное, вступить в ряды вновь зародившейся организации студенческих объединений. Своим опытом в студуправлении делится собравшимися и активист, зампредседателя студсовета пожароспасательного колледжа Магомед Мальсагов. Благодаря продуктивной работе студсовета у нас получается менять представление об институте образования в целом. Ведь будь то школа, колледж или вуз, это не то место, куда ты приходишь только чтобы зубрить материал и впадать в депрессию, когда получаешь плохие отметки. Это то место, где ты собираешься со своими сверстниками, у которых бывают те же интересы. Ты находишь своих единомышленников. И как раз таки студсовет является тем звеном, который помогает студентам раскрыть свой потенциал. Однако спешат поделиться успехами и СУЗа, и студенты Политехнического колледжа Назрани, которые не пропускают ни одно мероприятие, начиная с флешмобов и заканчивая всевозможными акциями. Выпускники учебных заведений, в частности Назранского политехнического колледжа, прошедшего школу студенческого актива, имеют больше возможностей и шансов успешно трудоустроиться и зарекомендовать себя в качестве лидеров в будущих рабочих коллективах. Студент, получая профессиональные навыки в дальнейшем, должен быть готов не только к работе в узкопрофессиональном понимании, но и успешно включиться в различные виды деятельности. После докладов студенты приступают к самой главной части заседания – создание нового Совета студенческих объединений Ингушетии, в который единогласно вошли все председатели и замы студсовета высших и средних образовательных учреждений республики. А Ингушский госуниверситет, в свою очередь, является локомотивом, который задает ритм всем остальным вузам и СУЗам республики. В связи с этим руководство ИНГУ уделяет большое внимание своим студентам и предоставляет возможность показать себя и проявить лидерские качества как в учебе, так и в активной студенческой жизни. И работа их будет направлена по нескольким направлениям. Это научная составляющая, это общественная нагрузка, это волонтерство, это студенческие строительные и педагогические отряды, которые будут в летний период, в неучебное время заниматься на строительных площадках и при школьных лагерях летний отдых обеспечивая. Мне хотелось бы отметить, что работа сегодняшнего круглого стола продиктована тем, что председатели студенческих советов ряда учебных заведений изъявили желание работать совместно. Не сомневается в важности создания нового студобъединения и Анзор Дударов, который стоял у истоков становления в Ингушетии сильного студенческого самоуправления. Анзор, как никто другой, знает, насколько интересна и в то же время ответственна работа у студенческих лидеров. Здесь в университете мы очень продуктивно это показывали, и сейчас студенческое самоуправление университета это показывает, когда непосредственно само студенческое самоуправление, сами студенты принимают активное участие в жизни университета, в разработке очень важных вопросов, стипендиальном обеспечении, распределении квот на прохождение санаторного отдыха, летом. Во всем этом принимает участие активно молодежь. Это как раз-таки те самые права, которые есть у студентов. Старт новой организации уже дан. Теперь ребятам предстоит оправдать возложенные на них ожидания, работать сообща, принося пользу для нашей республики. Первое заседание Совета пройдет после выборов президента России, а дальнейшие встречи и объединения будут проходить каждый первый и третий понедельник месяца. Идир Манкива, Зелимхан Калуев, Адам Далаков. Новости 24.